Алексей Исаев. Книга «Харьковский узел». Приобретайте во всех магазинах страны. Добрый день, дорогие телезрители, дорогие участники встречи Сагал Плюс. Сегодня мы, как всегда, встречаемся с замечательными людьми. И таким замечательным человеком является Александр Александрович Черемнин. Историк, который уже неоднократно бывал в студии «День центра», и мы поднимали разные вопросы о истории нашего Отечества. И сегодня мы заявляем тему «Православные чингизиды на службе русского государства». Готовясь к передаче, Сан Саныч, я обнаружил, что Чингисхан, памятник ему, установлен в городе Лондоне, прямо в самом центре. И я подумал, как же так? Лондон, Великая Британия, никакого отношения не имеет к Чингисхану. Скорее всего, он должен стоять, памятник Чингисхану, в Москве на Красной площади. Или хотя бы в Элисте, в Калмыкии, или в Бурятии, или в Тыве, или в Казани. Но он стоит, единственный памятник великому правителю наших территорий, только в деревне в республике Калмыкия, под Элистой. И, конечно, хотелось бы узнать поподробнее и про самого Чингисхана, и про его потомков великих и многочисленных. Пожалуйста, слово вам. Здравствуйте, уважаемые любители истории. Хотел сказать о том, что, конечно, роль Темуджина, он же Чингисхана, к сожалению, не точно показана у нас в исторической науке. Придуманная в XVIII веке татаро-монгольская ига, конечно, внесло свою лепту в то, что именно этот выдающийся деятель, который создал самое крупное и мощное государство за всю историю человечества, а территория Монгольской империи составляла 36 миллионов квадратных километров. Даже Британская империя, владычица морей, не имела такой площади. Ну и здесь как раз надо еще заметить, что сам Чингисхан был толерантный. И практически все государства, которые вошли в состав Монгольской империи, не испытывали никакого религиозного гнета. Это как раз главный показатель, почему империя очень успешно расширялась. Ну и опять же, успешность была в том, что, имея очень малочисленное первоначальное войско, практически не имея еще никаких даже боевых навыков, Чингисхану и потом уже его детям удалось завоевать огромное пространство. Потому что они использовали те технологии, допустим, порох китайский, или ту методику боевых действий с применением конницы, которые использовали покоренные ими народы. И поэтому брали то, что именно у этих народов было на высоком уровне. Они учились у тех народов, по которым они проходили. Ну, я хотел здесь сказать о том, конечно, что Чингисхан понимал, что главным идеологом всегда будет церковь. И поэтому, когда уже был образован у нас Улус-Джучи для его старшего сына, то мы здесь можем проследить такую интересную деталь. Значит, когда в 1266 году у нас Берке-Агул, как раз это третий великий Дуругач этого государства, объявил, что он именно мусульманин, и тут же он своим указом объявил, что церковь у нас, отделяется от государства, и церковь не платит никаких налогов государству. Но налоги составляли всего лишь 10%. Вот такое татаро-монгольское иго. Ну и следующий уже хан, Менгу Тимур и, Тахта, вот этот как раз главный посыл, что церковь является именно инструментом выкрепления государства, также всегда и утверждали о том, что
церковь не платит никаких налогов. Ну и узбек-хан, который сделал государственной религией в 1313 году непосредственно уже ислам, вот, он также, значит, при заключении договора с митрополитом Петром, который возглавлял русскую православную церковь, он ему объявил, что он также никаких налогов не платит, и он не подчиняется государству Улус-Джучи, но, значит, все епископы, значит, и главы различных монастырей, игумены обязаны покупать только ярлык. Ну, вот это была единственная плата, которую производила Русская Православная Церковь. Поэтому, конечно, мы видим, что много религий, и вот мы как раз сегодня больше, конечно, поговорим не о той политики религиозной, которую проводила непосредственно Улус-Джучи или Золотая Орда, а о тех людях, которые приняли именно христианство. Ну и первым христианином у нас был как раз сын Сайн-Батухана, это Сартак. И здесь есть одна деталь. Сартак был управляющим территорией Великого Владимирского княжества. Он соприкасался с русскими князьями, вот, ну и даже породнился он именно как на религиозной почве с Александром Ярославовичем Невским. Они были побратимы. И именно Сартак также проповедовал то, что ни в коем образом нельзя, значит, давить на церковь. И вот мы видим, что первый христианин у нас был Сартак. Вот. Но здесь хотел сказать о том, что именно первые родственные отношения у нас были установлены еще при Менгу-Тимуре. Это, значит, хан, который у нас получил эту должность, потому что он перестал подчиняться Каракаруму. Если, допустим, и Батухан, и Берке-Агул, и Сартак, промежуточные как раз между Берке и Бату, они были только великие Даругачи, управляли Улусом, вот этим Джучи, то Менгу-Тимур, он объявил, что он не будет подчиняться Каракаруму, и с 1266 года он еще был великий Даругач, а потом уже с 69-го он стал самостоятельным ханом, и никаких уже отношений непосредственно с Каракарумом у него не было. И вот именно дочь Менгу-Тимура вот, и Алджай Хатун у нас вышла замуж, и мужем был смоленский и ярославский князь Федор Ростиславич по прозванию Черный. И вот здесь хотел сказать о такой детали. Вот этот брак благословил константинопольский патриарх Иоанн I век. Тогда русская церковь имела, значит, во главе митрополита, который подчинялся непосредственно Константинополю. И мы видим, на каком уровне был заключен вот этот брак. Ну и именно дочка Менгу-Тимура при, значит, крещении получила имя Анна. И, значит, после того, как она в 1279 году, значит, получила, значит, титул княжны Ярославской, она вместе со своим мужем Федором Ростиславичем приехали в Ярославль. И здесь мы видим очень интересную деталь с ее стороны. Первым делом она там строит храм архистратига Михаила и развивает полностью православие византийского узора непосредственно в своем городе Ярославле. Вот вам как раз показатель, что, значит, имеющие гены Чингисхана начинают строить русские православные храмы на Ярославской земле. Ну и потом еще хотелось бы выделить одну еще княгиню. Это княгиня Агафья. Значит, получилось так, что московский князь Юрий Даниилович, это как раз у нас сын первого московского князя из династии Александра Ярославича, значит, в 1317 году, значит, женился на внучке как раз вот хана Менгу-Тимура, которая была дочерью Тагрула и родной сестрой хана Узбека.
И, значит, ей, значит, при крещении она называлась Кончака, дали имя Агафья. Вот мы видим, что, опять же, именно породнились с московским уже домом, и именно женщины у нас и были первыми, кто принял непосредственно православие. Ну, а уже потом, в последующем, вот, у нас будут мужчины, и мы как раз скоро к ним и перейдем. Сан Саныч, я под большим впечатлением. И вот скажите, пожалуйста, вот эти книги, которые вы принесли, они как раз об этом? Ну, вот как раз книга «Касимовское ханство», она как раз и относится у нас именно непосредственно к мужской половине чингизидов, которые у нас перейдут или на русскую службу, или еще даже находясь непосредственно на Нижнем Метире, примут православие. И это люди, которые были детьми ханов или сами были ханами. Вот это как раз показатель того, что непосредственно чингизиды у нас решили сделать своей религией именно православие. И это как раз один из главных показателей тому, как, значит, сама развивалась церковь. Хотя, если мы посмотрим на ситуацию непосредственно в Золотой Орде, получилось так, что во времена Ивана III у нас Сарайская епархия была закрыта в городе Сарай-эль-Махруса, это первая столица улуса Джучи. Это почти что рядом с Волгоградом. Сарай-Берке, это с Волгоградом, а Сарай-Махруса, это недалеко от Харабали, на реке Ахтубе, обе столицы. И вот получилось так, что как раз, когда не стало Сарайской епархии, вот оставшиеся там дети беков, мурс, мирс, ханов, они, значит, продолжили ходить в русские православные храмы, но епископа уже сарайского не было. Он перебрался непосредственно в Москву к Ивану III, для того, чтобы потом как раз надоумить его выйти против хана Большой Орды Ахмеда, стояние на Угре 1450 года, и после этого московское государство перестало платить непосредственно дань в Большую Орду. Вот, хотя и до этого и тот же Иван Калита не платил по много лет, и Дмитрий Иванович Донской, но так же, как и Иван III. И вот здесь как раз мы видим то, что Москва становится великой, вот, и, конечно, возникают у нас новые персонажи. Вот, и вот как раз самый главный персонаж, о ком хотелось бы поговорить, это именно человек, который сделал для России, наверное, больше всех предыдущих Рюриковичей. Но начать, конечно, хочется с того, что у Темуджина и вот одного из как раз потомков, о ком мы сегодня будем говорить, был единый дедушка. И вот получилось так, что вот от дедушки Темуджина появилась как раз одна ветка, которая дала нам Беклай-Бербека или эмира Мамая. И вот как раз Беклай-Бербек Мамай у нас был прадедушкой Елены Глинской, которая у нас родилась в городе Турове в 1508 году. Ну, а Елена Глинская в 1530 году родила у нас Ивана IV Васильевича. Так что мы видим, что Иван IV Васильевич у нас как раз имеет те же самые корни, что и Чингисхан. И, конечно, Иван IV стал проводить политику присоединения тех земель, которые исторически входили в Улус-Джучи, потому что и Москва туда входила с 1243 года. Добровольно Ярослав Всеволодович решил войти в состав вот этого мощного государства, и Иван IV, как именно потомок именно Александра Ярославича Невского и как потомок Чингисхана решил сначала весь Волжский путь сделать непосредственно именно московским или российским. И вот здесь хотел сказать такую вещь. 1547 год. Первым делом Иван IV Васильевич вместе с митрополитом Макарием, это глава Русской Православной Церкви, решили, значит, сделать новый именно ряд святых России. Первым, кому они как раз дали как бы вот этот посыл святой благоверный, это местный переславский князь Александр Ярославич Храбрый Невский. Именно Невский стал именно святым благоверным из местного святого благодаря Ивану IV. Ну и также вот у нас сейчас год семьи, вот Петра и Феврония у нас тоже сделал этот как раз собор 1547 года. И именно
Иван IV Васильевич у нас практически всю Москву стал делать каменной, практически все храмы были каменные. Он начал вот это активное каменное строительство церквей. Это мы видим и не только в Москве, но также и в Александровой Слободе, и в Переславле-Залесском, и Костроме, и в Вологде, где бы ни появлялся... И главное, в Сергиевом Посаде, в нашей лавре, где бы ни был у нас на Богомолье Иван IV Васильевич, там моментально сооружали каменный храм. Вот это мы и видим, что потомок Чингисхана вот как раз у нас и занимался такими богоугодными делами. Вот здесь мы как раз хотим провести параллель такую очень интересную. Был очень сильный правитель Темрюк, который проживал у нас на побережье Азовского и Черного моря. Вот, и вот этого как раз Темрюка Черкасского было очень много дочерей. Одна из дочерей как раз у нас станет второй женой Ивана IV Васильевича. А другая из дочерей вот, станет женой астраханского султана. И вот именно у этой пары и родится мальчик под именем Саин Булат. Понимаете, родство, две родные сестры, получается, как раз близки. И когда старшая сестра пригласила свою младшую сестру в Москву, она привезла с собой малолетнего Саин Булата. Вот. Ну и потом как раз у нас получилось так, что в 1568 году Саин Булат Курултаем в городе Хан-Керман или Касимов был избран единогласно касимовским ханом. И вот здесь как раз мы видим очень интересную деталь, что он воспитывался-то практически с детства в Москве, и именно вот это воспитание привело к тому, что в июле 1573 года он решил принять православие и крестился под именем Симеон. И как только он крестился по закону, который существовал в Касимовском ханстве, он должен был покинуть этот престол. Но он перешел на очень высокую должность глава Московской думы. И после того, когда возникли противоречия именно у Ивана IV с рядом монархов, они стали его называть самозванцем. Потому что Рюриковичи, они не котировались. Вот, они даже в некоторых местах считались ниже польского короля. Ну и поляки говорят, как же так, он имеет право себя называть, он не достиг даже королевского титула, он просто великий князь на уровне нашего литовского. Вот то же самое сказали и в Англии, то же самое сказали и во Франции, местные короли. И вот здесь как раз возникает у нас Семен Бекбулатович. Они договариваются, и Семен Бекбулатович, глава Московской думы, садится на московский престол. Проходит 11 месяцев. И чингизид Семен Бекбулатович приглашает Ивана IV на Московское царство. Потому что значит, род Чингисхана считался самым величественным в мире. Местничество никто не отменял в то время. Ни в России, ни в Англии, ни во Франции. Вот. И поэтому было решено, если чингизид пригласил на престол Ивана IV Васильевича и назначает его царем московским и всея Руси, значит, на самом деле это уже законный царь. Ну и как раз хотел сказать о том, что после того, как этот как раз момент совершился, легитимность уже никто у Ивана IV даже не ограничивал. И он спокойно себя уже во всех бумагах называл московским царем. Но хотел сказать, что именно в это же время у нас еще и были другие непосредственно значит, потомки также из Астрахани. Это у нас внук астраханского хана Аккубека, правнук хана Большой Орды Муртазы, праправнук хана Большой Орды Ахмеда, а праправнук хана Золотой Орды Кичи Мухаммеда. Вот. И звали его Муртаза Али. И вот это как раз Муртаза Али, вот, он у нас в 1570 году, получается, раньше еще Семена Бекбулатовича, принимает как раз православие и получает имя Михаил. И вот как раз Муртаза Али у нас выступает как, скажем так, первый пограничник.
ему дают воронежские вот эти просторы, это был Ногайский шлях, и у нас получается Муртаза Али, он же Михаил, держит там границу. Для того, чтобы никто на вот этот вот шлях не заступил. Первый у нас глава Московской думы Чингизид Семен Бекбулатович, первый у нас пограничник Муртаза, он же Михаил. Но вот, к сожалению, от ран он умрет в 1575 году, но мы видим, что именно во времена Ивана IV многие переходят именно на московскую службу. И практически все, кто прибыл из Астрахани, которая была взята в 1556 году, все астраханские царевичи приняли все православие. Никто из них не отказался от того, чтобы уйти от государственной службы, потому что все они женились на русских княжнах. Вот, хочешь жениться в Москве, пожалуйста, принимай православие. Хочешь получить в кормлении какой-то город, принимая православие, все получишь. Получилось так, что практически весь астраханский дом чингизидов, они перешли на русскую службу, и все стали у нас православными. А вот про Марию Темрюковну вы сказали, то есть получается, что... Она родная тетка Семена Бекбулатовича. Семена Бекбулатовича. То есть они считаются черкесами. Да, да. То есть и они, получается, были тогда, наверное, мусульманами уже. Да, да. Вот вся семья, значит, Темрюка, все они были мусульмане. Но когда, значит, они выходили замуж за уже другие династии, то в зависимости от той династии, куда они приезжали, вот у него было 5 дочерей. Значит, все они очень удачно были выданы замуж. Одна была отдана за Ногайского бия. Ногайский бий у нас, он был, Исмаил его звали, он был мусульманин. Конечно, Темрюковна не поменяла никакого, значит, вероисповедания. Еще одна, значит, вышла замуж непосредственно в Крымское ханство, тоже она не поменяла, потому что там был ислам. Да, какая великая роль женщин, значит, в нашей истории и вообще в истории человечества. Значит, то, что касается Иоанна Васильевича Грозного, мы вот услышали. Значит, а все-таки Иоанн Васильевич у нас первый русский царь. А какой же по счету тогда получается вот у историков Семен Бекбулатович? Он тоже же, получается, первый, да? Да, да, да. То есть как бы у нас два первых. Не, ну тут получилась именно правильная рокировка. Потому что Ивана IV объявили царем в феврале 1547 года, сразу после вот этого церковного собора. Но надо, чтобы было это легитимно, надо было подождать определенное время, когда уже были определенные моменты, связанные с Ливонской войной. Там, к сожалению, русское оружие стало уступать вот объединенной Европе. Это мы видим часто. Когда русское оружие начинает побеждать, наши войска вышли к Балтике, вот, вернули себе территорию, где сегодня находится у нас и Нева, и Ладога, и Онега. Конечно, появилось сразу очень много соперников. Никто не захотел, чтобы Москва шла далее, и никто не хотел, чтобы Москва как раз развивалась по этому пути. И страны Ганзейского союза – первые враги, которые и не захотели, чтобы это было. И, конечно, начались определенные противоречия. Ну и хотел сказать, что здесь как раз главный противник была Англия. Вот мы всегда видим, что Англия возникает у нас, когда у России какие-то проблемы начинаются. На политическом уровне, на экономическом англичане начинают затеивать свою игру. Значит, вот память о первом русском царе Иоанне Васильевиче Грозном, значит, она у нас в народе есть, и памятники есть, установлены в городе Александрове, в городе Орле. В Александрове, понятно, это столица Иоанна Васильевича Грозного, столица опричнины. В Орле он этот город основал, как и множество других городов. В общем, память о Иоанне Васильевиче есть в народе. А вот память о Семене Бекбулатовиче, первом или втором царе, как вот считать о Чингизиде, который фактически сделал легитимным наше государство, как бы ее нету. В Касимове нету памятника, в Москве нету. Вообще в учебниках это, значит, одной строчкой проходит. Значит, очень странно.
Пора это исправлять. Ну вот мы даже когда смотрим, как писали Романовы о Семене Бекбулатовиче, они совсем не показывают ни политическую сторону, ни экономическую. А у них проходит этот человек, как будто это временная какая-то была фигура, для чего ее непосредственно Иван IV и Московская дума сделали, царем они не указывают. Но Семен Бекбулатович у нас жил не только в ханке Романе Касимове, он у нас был также и великий князь Тверской, а после того, как он передал именно царство Ивану IV, вот, и похоронен он у нас в Симоновом монастыре. Вот, но, к сожалению, когда там, значит, разрушали этот монастырь в 20-е годы, могила самого Семена Бекбулатовича и его супруги, значит, была уничтожена. Поэтому хотя бы вот на территории Симонова монастыря, где как раз упокоение нашел вот этот как раз царь и великий князь Семен Бекбулатович, конечно, заслужено его место, потому что там он и нашел последнее свое пристанище. Вот. Родился он у нас в Хаджи-Тархане. Это сегодня Астрахань. Значит, это его родина. Можно установить также там. Но поднимать вопрос, допустим, в Москве сегодня, или в Касимове, или в Твери, или, значит, в Астрахани должны именно общественники. К сожалению, у нас те, кто должен как бы знать историю, это губернаторы, они иногда даже не знают, когда был образован, допустим, какой-то город, что тут говорить. Поэтому надо, конечно, чтобы те, кто руководит этими регионами, прекрасно понимали, что был такой заслуженный человек, и он во много раз величественнее, чем те, допустим, кто имеет какие-то там памятники в этих городах. Потому что это, на самом деле, гордость России. И он заслуживает, чтобы его как раз памятник там и стоял. Дорогие жители Касимова, города-героя Москвы, города Астрахани, Твери, мы обращаемся к вам, что давайте объединяться, общественники, краеведы, историки, для того, чтобы формировать правильное понимание вот в отношении великой личности Семена Бекбулатовича, первого русского царя из чингизидов, вот, и вернуть его в нашу историю великую. И вместе с ним мы вернем вообще-то гигантский пласт истории Евразии, на котором и базируется наша великая Россия, которая объединяет огромное количество народов, которые входили в империю Чингисхана, и многие народы, слава Богу, сохранили свою историческую память, и мы можем перечислить здесь народы и калмыки, и буряты, и татары, и башкиры, и кто у нас, тувинцы, те, кто себя непосредственно отчитывают свою историю от империи Чингисхана и сохранили эту память светлую о великом государстве. Но и славьте, Господи, русские историки, такие как Сан Саныч Черемнин. Я хочу вам рассказать историю, как вообще мы с Сан Санычем познакомились. Значит, когда я, как член Совета по делам национальностей, хотел провести мероприятие, посвященное истории татарского народа, я обратился в национально-культурную автономию татар и попросил, дайте, пожалуйста, вот татарского историка, самого компетентного, чтобы мы могли обсудить вот вопросы, как же татары интегрировались и служили русскому государству. И мне дали Александра Александровича Черемнина. Я говорю, неужто татарин с такой фамилией? Говорит, да нет, русский, но вот он лучше всех знает татарскую историю. И с тех пор мы с Сан Санычем подружились, потому что он не только татарскую историю знает, но и историю народов России в самом широком смысле этого слова. Не только России, а и народов бывшего Советского Союза. Очень много Сан Саныч посвятил, например, истории Белоруссии, подготовил ряд книг, некоторые, так сказать, настольными являются у сегодняшнего президента Республики Белоруссия Лукашенко. Вот, то есть и без ложной скромности можно сказать, что Сан Саныч внес фундаментальный вклад в формирование истории Белоруссии, а также ряда, значит, наших народов, наших территорий. Он занимается краеведением. И вот эти книги, которые сегодня здесь представлены, значит, они
Сан Саныч, можете немножко еще по книгам рассказать? Да, конечно. Но обращаю внимание непосредственно на книгу «Брест», и там показаны гербы. Один из них как раз герб Улуса Джучи. Значит, всего городом Брестом владело 23 государства за его многовековую историю. Потому что очень хорошее месторасположение, получается как проходной двор. И каждый хотел, конечно, Брестом управлять, владеть. И одно из самых таких знаковых мест именно и для нашего государства – это Брест. Во-первых, там была принята церковная уния, Брест-Литовская, которая привела к тому, что и сегодня у нас, к сожалению, мы видим определенные эти деяния униатов на территории Украины. А далее это сепаратный Брест-Литовский договор 1918 года, который также нанес колоссальный ущерб, к сожалению, Советской России. И 1991 год, Вискули, подписание 3 дельцами договора Беловежской пущи, и не стало Союза Советских Социалистических Республик. Но очень много выдающихся деятелей было в этом городе, много, событий тоже мирового уровня именно там происходило. Но здесь такая интересная деталь. Когда я приехал в город Брест, в областном архиве мне сказали, что у них есть только документы 1921-1939 год на польском языке. Других документов у них нет. Потому что все другие страны оттуда все вывозили. И сам город был практически уничтожен, когда строили Брестскую крепость. Но это было сделано правильно, потому что местное население, оно противилось России, поэтому был выбран правильный вариант. На месте старого города построена Брестская крепость, которая была воинской частью Российской империи. В общем, по поводу следующей книги, это Полоцк. Полоцк было очень мощное государство, и создан этот город на пути из Варяг в Арабы. А у нас этот путь не называют никогда, хотя этот путь был в 5 раз мощнее, чем путь из Варяг в Греки. И именно этот город Полоцк на этом пути был основан. Они приняли христианство византийского узора на 2 года раньше, чем Владимир I крестил у нас Киев в Днепре. И, каменных храмов там было в 1,5 раза больше, чем в Киеве. Это как раз говорит о уровне развития этого государства. И там очень много было тоже выдающихся деятелей, которые как раз сделали это государство мощным. Но они сами себя уничтожили. Чародей был такой у них князь, он мог даже, как там пишут в летописях, в волка превращаться, был он и киевским князем в свое время. Он разделил на 7 уделов, на 7 сыновей. Потом 23, а потом дошло до 98 уделов. Сами себя и порешили. И еще пустили они в Западную Двину или в Даугаву немцев, которые построили город-крепость Ригу, которая как раз и стала торговым центром. А уже до Полоцка никто не доезжал. Получается, неправильная внутренняя и внешняя политика привела к тому, что само себя государство и уничтожило. И Касимовское как раз ханство, здесь, это первая у меня книга непосредственно на уделы, именно ордынские. Связано это с тем, что когда я читал еще Карамзина, мне не понравилось его определение, что именно Василий Темный создал это государство. На самом деле это государство создал Улу Мухаммед, создатель Казанского ханства, и он это как раз юрт определил своему сыну Касыму. Это 1445 год. Был взят в плен у нас Василий II. Он был должником и Касыма, и Якуба, и Улу Мухаммеда. Они спасли его от Дмитрия Шемяки. Они охраняли его границы, они практически ему простили часть долга за личный выкуп из плена. Поэтому было неприятно, что в таком виде представляли это как раз Касимовское ханство. И мы сейчас как раз вернемся именно опять же к истории Касимовского ханства, а через сибирских непосредственно царевичей. Потому что тоже очень мало знают у нас о сибирских ханствах. Всегда называется только одно. Хотя их было у нас 7
за историю сибирских ханств. Были различные столицы у этих государств, вот, и были различные ветви. Но мы как раз сегодня поговорим о ветви очень известного персонажа, вот, которого мы знаем, опять же, с времен Ивана IV. Вот, это сибирский хан Кучум, который как раз у нас воевал с Ермаком Тимофеевичем. Вот его как раз потомки у нас переедут в город Касимов. Вот, и именно сын у нас Кучума Али даст нам Альп-Арслана, сибирского царевича, который как раз у нас и будет непосредственно сидеть на Касимовском столе с 1626 года, Альп-Арслан. Вот. Ему, правда, будет всего 2 годика, но так как не станет его отца, то он как раз и сядет на этот престол. И потом вот как раз вот Альп-Арслан передаст правление своему сыну Сеид-Бурхану. Вот. И это состоится в 1654 году. И Сеид-Бурхан как раз у нас принят православие. Это у нас потомок, правнук непосредственно Кучума. И, значит, принят его как раз непосредственно в Москве. Этот монастырь, к сожалению, у нас уничтожен. Вот, это у нас Златоустинский переулок. Это прямо как раз в центре Москвы, где Китай-город. Вот там был у нас монастырь, и вот в этом как раз монастыре он у нас и примет православие. И все дети Василия Арслановича, он получит имя, там же и похоронены в этом православном монастыре. Потому что и он, и его дети станут православными. Вот этот как раз пример, значит, Василия Арслановича послужит тому, что другой у нас царевич достал султан. Вот. Он посчитает, что это не ветка Кучума, это ветка непосредственно идет у нас от Тохтамыша, который тоже был сибирским ханом. Он у нас и будет в Крыму, и это Тохтамыша потомки, значит, принимают имя под именем Петр. Он тоже считается сибирским у нас царевичем. Вот. Ну, а сын Василия Арслановича, царевич Яков, значит, у нас останется жить непосредственно в городе Касимове. Вот. И, значит, примет там, значит, постриг, станет монахом. И когда его 7 января 1677 года не будет, его похоронят в Казанском монастыре города Касимова. Вот. И его посчитала Русская Православная Церковь святым. Мы видим, что Чингизид, потомок Кучума, у нас святой русской земли. Он как раз очень много врачевал и, значит, непосредственно жил на территории женского. Этот Казанский монастырь – это женский монастырь в Касимове. И вот мы видим, что Чингизид у нас даже достиг вот своими деяниями такого уровня. А вот все, значит, остальные вот дети Василия Арслановича, а их будет 9, примут у нас православие, вот, ну и породнятся у нас и с Нарышкиными, чтобы Нарышкины удержались у власти, когда будут у них проблемы как раз после смерти Федора, и будет как раз Софья диктовать свои условия. Именно вот эти вот православные касимовские царевичи будут оказывать всяческую поддержку. И именно Софья, испугавшись вот именно вот этой команды, которая состояла из православных касимовских царевичей, она будет вынуждена уступить Петру. У нас, к сожалению, роль вот этой вот группы. Почему же Нарышкины так легко победили? У нас не говорят, потому что надо же вспоминать тогда тут татарских царевичей. Вот. Потомков Чингисхана. Хилковы также породнились с ними. Апраксины. Мы, если будем смотреть многих птенцов гнезда Петрова, они все породнились у нас как раз вот с этими касимовскими царевичами, которые все были православные. И мы видим, что вот эти как раз царевичи, они очень много привнесли своего непосредственно и в московский быт. Вот. И именно в это время очень были популярны именно в Москве яства, которые были раньше у татар приняты.
Вот они и одежду определенную также привнесли. Опять же, что мы видим также, что это было на самом деле сохранение той русской культуры. Потому что Петр I, когда уехал у нас в Санкт-Петербург, он принял одежду европейскую. В Москве носили татарскую одежду, которая как раз олицетворялась с русской одеждой. Это противодействие получилось Москва против Санкт-Петербурга. У них своя линия, западноевропейская. Здесь же сохранили устои. И что интересно, значит, даже тот же Меньшиков, когда еще жил в Москве, он носил тюбетейку, потому что тюбетейка была в моде. Ну, тюбетейка, насколько я знаю, называлась тафия. Тафия по-русски, да. И она была головным убором, в котором ходили практически все раньше. И в храме, и дома, и везде. Да. Очень интересно, Сан Саныч, и я вот для себя и для зрителей хотел бы еще раз проговорить. Значит, получается, что легитимность династии Рюриковичей на московском престоле была осуществлена с помощью потомков Чингисхана, то есть потомков династии чингизидов. А потом династия Романовых, после того, как, значит, у нас случилось вот то, что случилось, династия Рюриковичей закончилась, то тоже по Анастасии как бы, значит, легитимность получила от Рюриковичей. То есть получается, что самые, так сказать, исторически мощная династия чингизидов, на втором месте Рюриковичей, а третья Романовых. И сегодня, когда монархические разные мысли и веяния о будущем России, так сказать, витают над просторами нашей страны, то у нас не только Романовы претендуют на, так сказать, вот эту историческую миссию править нашей великой державой, но еще две династии, одна другой краше и мощнее. Вот, оказывается, что нам говорит история. Сан Саныч, но ведь не закончилась и при Романовых линия чингизидов. И, насколько я знаю, что кто-то из историков там считал, что вообще Чингисхан чуть ли не самый плодовитый отец на планете Земля. То есть архетип Чингисхана распространен среди многих народов в связи там, с огромным количеством у него наложниц. И вот я знаю, например, одного чингизида, который, так сказать, чуть не присоединил к Российской империи, значит, Китай, это Бадмаев, да. Петр, тоже православный, так сказать, был лекарем у, значит, Николая Александровича, последнего российского императора. Вот. А есть ли еще какие-то такие заметные чингизиды вот, в истории, которая, скажем, там, 20 века? Знаете вы таких? Ну, я хотел сказать, что у нас вот очень многие княжеские рода, которые мы знаем как Юсупы, Урусовы, вот, они у нас были или потомками беков, или Мурс, или Мирс непосредственно из Золотой Орды. Но если мы посмотрим на женскую линию, то у всех вот этих именно татарских родов княжеских были жены непосредственно с кровью Чингисхана. Потому что даже если ты как-то, значит, имеешь в своем роду кровь Чингисхана, то ты получаешь титул Гюргена, то есть тесть, который идет от Чингисхана. Допустим, тот же Тамерлан, чтобы показать свое величие, он женился на чингизидке. И главный у него титул был не «Великий эмир Турана», а то, что он Гурген. Вот, и вот просто зять. Просто зять, да. И вот здесь мы видим, что именно эти вот татарские рода, которые сохранили княжество, они специально выискивали, у кого есть именно кровь чингизидов с женской стороны, и они как раз на них женились. Мы можем взять любой у нас род княжеский, Гедеменовичи или Рюриковичи, и везде течет все равно кровь Чингисхана. И это было связано с тем, что, ну, во-первых, на самом деле вот 14 детей было у нас у Чингисхана, вот, которые имели право называться ханами. Это непосредственно, точнее, у Джучи было 14 детей, которые имели право называться ханами. Но у Чингисхана еще было 3 детей, которые также дали свои ветки и которые также назывались именно ханами. И хотя это только были у нас от Барте, первой его любимой жены.
Да, но не считаются все остальные. Да. И если уже мы здесь смотрим 4, значит, сына, потом, значит, сколько появляется внуков, правнуков, то, конечно, многие даже вот эти вот западноевропейские рода, которые иногда нам что-то намекали, что вы нелегитимны, они-то не имеют никакой Чингисхана крови. А если мы посмотрим на просторы Российской Федерации, у нас здесь достаточно его потомков, потому что на самом деле это огромное родство, и многие, конечно, показывали о том, что они имели отношение вот к этому великому человеку. Спасибо большое, Сан Саныч. Предлагаю поаплодировать Сан Санычу за его прекрасное выступление. Спасибо. Алексей Исаев. Книга «Харьковский узел». Приобретайте во всех магазинах страны.